Добрый день, дорогие телезрители! В эфире национального телевидения программа «Подворье», которую вот уже несколько недель с удовольствием большим очень веду я, журналист Дмитрий Аргунов. Почему с удовольствием? Потому что мы любим шариться по различным домовладениям, показывать те вещи, которых, возможно, нет в других домовладениях. Да? И прежде чем приступить к основной теме, я бы хотел напомнить, что вчера мы запустили республиканского масштаба конкурс бань, который называется «Моя банька лучше всех». Мужики, давайте обращайтесь к нам, пишите заявки, мы съездим, с удовольствием снимем вашу баню, покажем всем нашим зрителям. А осенью победитель этого конкурса получит наш мегаприз, о котором мы чуть попозже, в пятницу, выпуск будет отдельный по призу, который мы выставили на этот конкурс. Сегодня мы хотели бы поговорить не только о печке, вот, которую вы все активно видите со времен... Кто это сидит? Черномырдин? Нет, не Черномырдин. Кто-то из ЦК, партии. Иосиф Виссарионович со времен Ленина и даже раньше печка выручала любое семейство, любое хозяйство, которое располагалось не только в наших широтах, но и гораздо южнее и так далее. Страна у нас такая, да? Печь – это наше все. И хозяин сегодняшнего... Давайте, Владислав, поближе подойдите. Хозяин нашего сегодняшней локации, Владислав, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько лет вы использовали печное отопление? Ну, как это дома построили, где-то приблизительно это лет 15-16, 17-18 где-то так, 17 точно есть. Ну, как систему провели, это еще отец. Это паровой. Это еще отец мой, когда он был живой, он все это мы все провели. И, вот, как видите, это топим углем. Топили углем. В течение где-то 17 лет. Самотечная система? Да, самотечная система, без насоса, она как бы ленинградка, что ли, называется, она старая. Короче, топится, есть тепло, нет? Да, нет тепло, да, совершенно верно. И, в принципе, есть свои плюсы и свои минусы, но все-таки комфортнее, наверное, вот с этим устройством, которое, красавец, стоит, Samsung. Ну, конечно, безусловно, тут и работать не надо, и ни на чем не надо таскать уголь. Сами видите, как газ работает. Когда провели систему? Вот этот провели в прошлом году, в октябре месяце. Якутская газовая компания, с ними как бы договор составили. Я согласился с этими условиями, они все тут провели, поставили. Ну, отлично, зиму отработала, очень даже хорошо. Нормально, все давление держит, температуру держит? Давление держит, температуру держит. Но я представляю, после 15 лет, дорогие товарищи, обслуживания печки, да, быть рабом печки и пересесть на достижение технологий, это, Владислав, я понимаю ваше это. Да. А почему в масках? Ну, правила же у нас такие, никто не отменял. Но есть один нюанс. Давайте мы, друзья, товарищи, все выйдем сюда, да? Почему у Владислава вот это вот банальное вроде бы явление, по установку настенного котла, мы считаем большим достижением. Вот, Андрей, покажи вот эту всю округу, да? Вот эта вот вся округа, это Марха, Намский тракт, 13 километров. Да, тут у кого-нибудь есть газ? Нет, тут нету газа. Вообще не было и никогда не было. Все на печном отоплении. Ага. То есть тут все соседи. Все или на котлах такого твердотопливных, либо ваше решение было какое? Ну, откуда у вас газовый котел-то? Ну, благодаря какому решению, если тут ни у кого нет газа? Ну вот на компанию вышел, договорились. Ребята пришли, посмотрели, сказали, все, установка возможна. Все, давайте, хорошо, вот эти технические моменты, давайте мы с Леонидом переговорим, это главный инженер компании «Автономные газовые сети». Да? Еще раз говорю, 13 километров Намского тракта, Афанасий и Леонид, это представители автономной газовой сети. А как вам удалось это вообще подключить? Давайте, решение какое? Вообще данная система широко распространена в мире, в России, в центральной части ее. Именно с прошлого года вот мы внедрили эту систему в Якутию. То есть снабжение домов газом из газгольдера. Газгольдер – это емкость, где помещается сжиженный газ.
И то есть в доме появляется газ. То есть его можно использовать как для отопления, так и для приготовления пищи. То есть, говоря грубо, если тут не пролегает никаких сетей, вы ставите большой баллон с газом, Да. и оттуда определенное Да. время, пока баллон, скажем так, начинен чем-нибудь, на наш случай, Да. природным газом, да? Данная система актуальна для тех, у кого нету сетевого газа. О. Сетевого газа. Ага. То есть кто отапливается углем, кто дизелем, кто чем может, короче. Хорошо. Владислав, давайте, и Леонид, все-таки с вашего позволения, давайте мы посмотрим систему, которая, еще раз, вот дом такой здоровенный тоже, не маленький, да? И гараж тоже этот. Котел, кстати, какой мощности стоит? 23 киловатт. 23 киловатта. Ну, на такую площадь-то это пограничное же решение. Ну вот, 200 квадратов, да? да, вот такой вот большой. И, дорогие друзья, вот она, система, которая снабжает газом хозяйство Владислава. Это, получается, емкость вот зеленого цвета внутри, в земле она сидит, да? И снаружи выведены вот такие вот коммуникации, которые позволяют систему отопления Владислава питать газ. Вы вот осенью заправили этот баллон и заправляли или еще или нет? Да, это в октябре месяце я в газовом заводе купил 4200 литров Ага, газа. ага. Газовоз, услугами газовоза воспользовался, он пришел сюда, закачал 4200 кубов. Ну, Ага. емкость сама 5-кубовая, ну, сказали, что полностью ее не заливать. Все равно там какой-то 4,5 куба, грубо, да? 4,5 куба, да. Мгм. И вот у меня в марте она закончилась. В конце марта. А, то есть всю зиму она стояла? Всю зиму стояла, работала. Одна заправка. Одна заправка. Ага. Баллон вот этот один. Леонид, Полный. расшифруйте, вот через вот это заправляется, да? Да, это заправочный патрубок. Ага. Это получается манометр давления газа. баллоне. Да. Мгм. Это называется редуктор, Ага. который понижает давление до рабочего давления котла. Ага. И, ну, в принципе, все. Вон там вот можете увидеть процентомер, по которому можно увидеть, сколько осталось газа в емкости. Ага. Ага. Сколько там? Зеленые риски, да, еще? Половина примерно, да? Да нет, все уже, там 5%. Там 5%, 5%. То есть он у меня пустой уже. для следующей зимы А, до следующей зимы. Да, До ему следующей нужно заправки. еще раз заправить. Мгм. Вот. Емкость заправляется на 85% от объема, ну, как написано, получается, в ГОСТе. Ага. А вот этот вот клапан, он для чего? Вот этот? Это Вкусной какой-то? клапан для обслуживания данной системы. То есть со временем раз в год там нужно его обслуживать, продувать. То есть это конденсатосборник. Мгм. Там скапливается конденсат с течением времени. То есть его нужно обслуживать примерно раз в год. Паучок обжился. Раз тут живые существа, значит все нормально. Там никаких, скажем так, радиации или чего, как очень любят пугать наши сограждане, всего прочего нет. Афанасий, вот эту вот штуку я видел в глубоком детстве, да? Мне сейчас 50 лет, значит, я видел где-то в возрасте 7-8 лет. Вот этот вот редуктор, это же система, которая давным-давно применяется на территории нашей республики тоже. Да, совершенно верно. Вот раньше были, допустим, давние-давние времена, как вы говорите, вот емкости красные, 50-литровые. Да. Там тоже был такой редуктор, он называется лягушка в простонародье, да? Это примерно, да, ту же самую систему, просто здесь более усовершенствованная система. Ну, в данном случае сейчас, видите, мы отключили все. Она сейчас летний вариант, то есть она закупорена. Ну, зимой это все будет подключаться, здесь заправляться, соответственно, все продуваться и опять пойдет запуск на следующую зиму. Вы совершенно правы, эта система, она новая, она выдерживает наши температуры, во-первых, во-вторых, она не ломается, вообще газовый редуктор, он такой весь такой совершенный. Раньше вот лягушки, они тоже хорошие были, но здесь по определению, как бы, лягушка, она с одной части составляющей, а здесь, получается, две части составляющей у нее идет. Она, как вот Леонид сказал, Акадович, наш главный инженер, она именно понижает до рабочего состояния котла. Я бы хотел адресовать без называния всяких цен и так далее. Владислав, просто своими словами. Для тех, кто строится и так далее, на тех участках, где нет газа. В принципе, цена за установку подобного оборудования, она на стадии строительства может себя окупить? Конечно, оно окупится, вот это все. Ну, зачем это, когда, если газа нет, дом построили, сейчас в основном все участки, даже друзья мои говорят, там везде, все, газ везде запрещают. Вот даже я газовую компанию, газовую службу сколько обращался, они все, отказ приходил. Ну, конечно, тут один раз заплатил, да и в комфорте живи.
Ага. И все. Ну, еще лайфхак такой, что в цену, скажем, установки оборудования входит под ключ также установка и система отопления. Да, совершенно верно. Здесь не только бочка идет, здесь полностью комплекс. Яма, котел, То есть вот это полностью трубы. по 5 здесь- кубов земли- здесь- земли да, вырубают. все в землю тоже вырывается. Ага. Вся газовая часть, трубы, монтаж, даже котел вешаем, все, дымоход полностью. То есть полностью все под ключ. То есть клиент просто платит Ага. и, И забывает, ждет, да, там забывает. 3-4 дня работы, и мы включаем газ, все, заправляется он, и включаем, и все. И даже согласование документов. Ну, согласовывать же, в принципе, с вами только нужно. Да, согласован с нами, потому что Это же не сетевой. это не сетевой, это автономный. В том-то и дело, что он идет автономный газ. Все, понял. Вся центральная часть России уже, ну, как бы давно сидит, где газа нет, они все сидят на таких газгольдерах. Просто у нас именно вот в наших условиях мороза, да, минус 50, вот, тем более зима это была очень холодная, прям вообще была холодная там. Бочки выдержали. Вот это был страх из-за того, что вот может замерзнуть. Ну, то, что он не замерзло, это хорошо, что не замерзло. А из чего сделана Работает. емкость? Вот эта основная рабочая емкость или нет? Емкость сама сделана из металла толщиной 6 миллиметров. Ну, производится в России, в центральной части, сертифицировано все полностью. Ага. И то есть через всю Россию мы ее сюда везем. Ага. Ну, в дальнейшем думаем тоже приступить к производству данных емкостей в городе Якутске. Уже здесь. Да, Уже здесь. да, дальнейшие планы такие есть. Наши коллеги на том конце телевизионного канала говорят, задувает ветром. Давайте мы зайдем все-таки и закроем, с вашего позволения. Крышечка закрывается. Владислав, то есть как потребитель вы полностью довольны, да? Ну, конечно, это же очень даже доволен. Ага. Ну, обратно вернемся к печке. О, была бы она еще затоплена, да, сейчас вообще комфорт был бы. Да, довольно большой гараж. Тут, я так вижу, метров больше 40. 4 машины спокойно. 4, да, больше 40, почти 50 квадратов, да, и дом тут тоже примерно Да, да. двухэтажный, практически на 100 с лишним квадратов. Да, это получается, ну, я не знаю, просто по-человечески я поздравляю, да, с тем, что очень издавняя проблема тех участков, которые не в зоне сетей различных частных там или государственных компаний газификации находятся, да, в принципе, могут пользоваться такими, скажем так, благами цивилизации. Да, вот еще дополнить, да, как бы система системой. Система работает, все нормально, зиму пережили. Все зависит тоже, вот еще раз хочу повторить, и это как бы подчеркнуть, что от системы отопления очень только нужно. Здесь система у нас Ленинград в основном идет, сделана по старой схеме. Да. Если дом новый, и систему сделать вообще, как вообще циркуляционный насос, ну все как алюминиевый радиатор, двухтрубный, как положено, то он еще больше экономить будет. Потому что все-таки бочка имеет свойство заканчиваться. Сетевой газ, он сетевой. Это хорошо. Природный газ, он, конечно, есть природный газ, но я ничего не говорю. Бочка имеет свойство заканчиваться, поэтому путем экономии, а экономят наши котлы, то есть почему на стенники мы вешаем, потому что у них есть режимы всякие, то есть он может работать, полчаса работать, 20 минут отдыхать, час работать, там полчаса отдыхать, это режимы выставляются. Еще раз повторюсь, система сделана отлично, он еще будет, то есть может даже не до марта хватить, а вообще может до мая хватить, без проблем. То есть, есть клиенты у нас, где-то, например, у него дом новый, система сделана просто идеально, у него до сих пор газ остался. Правда, сейчас мы все отключили ему уже на лето, у него газ остался. То есть от системы отопления тоже очень много чего зависит. А летом не улетучится этот газ? Нет, летом он не улетучится, просто это все отключается, краны закрываются, там, вот мы там, вы как видели, вообще шланг как бы это открутили. Все, газ стоит, ничего с ним не будет. Осенью где-то в ноябре, ну в октябре, опять же, в конце октября, приезжает газовоз, полностью заливаем опять полную бочку и дальше молодец используется. Как зимой не топит ничего, как бы котел работает, все нормально, тепло, уютно. И, соответственно, тем самым, когда приходит газ, человек начинает думать по-другому, он начинает уже какие-то другие вещи. А тут человек постоянно, например, думает, как бы все-таки топить мне дом. Это утром надо вставать, днем приехать, и вечером затопить. Ну, 2 раза, вот эту печку, ну, не знаю, там 3 раза надо будет топить в день. А здесь он затопил и все. Вот в этом весь смысл. Есть нюансы, да, что газ так себя ведет, котел так себя ведет, здесь так себя ведет. Но общая картинка, система работает нормально. То есть систему мы уже внедрили,
Соответственно, сейчас просто мы смотрим. Сейчас то, что мы объекты сделали, как бы зимой пережили, это как бы такой как бы тест для нас был. Тест был в наших условиях. А так, еще раз повторюсь, такая система в центральной части России работает уже давным-давно. Но я еще скажу, что, еще раз говорю, в деревнях 70-х, 80-х годах стояли здоровенные ангары, да, туда люди привозили вот эти 60-литровые баллоны, заправляли. В принципе, система та же, да, Так, в принципе. Это хорошо забытая старая, Да, Газгольдер, да, это... да. Вы в Тугисе есть, да? В Тугисе есть. В Тугисе есть, Тугисе называется есть автономные газовые сети. да. И Конкретно так называется. входите в холдинг, я так понял, газовой компании. Да, у нас как бы группа компаний, Якутская газовая компания, она у нас обслуживает эти котлы полностью. Бочку обслуживает, котлы обслуживает. А как бы АГС, это мы полностью производим. Ну, у нас доставка бочки, доставка котлов, монтаж полностью это ведем, это полностью все делаем. Ну, получается, группа компаний вместе. То есть я хочу сказать то, что одним, то есть эта система все-таки сложная, это с газом связана. Одним это сейчас пока как бы, если есть группа, есть определенные люди, которые работают, думают об этом, то это как бы сделать легче, чем ты будешь один. Как бы один в поле не воин. Я предвижу вопрос наших зрителей, да, а есть ли все соответствующие допуски, соответствующие, ну, разрешения на определенные виды работы и так далее. Ну, наверное, это важно. Да, конечно, если это все-таки мы газом-то давно занимаемся уже, вообще сетевым, ну, природным газом. Соответственно, автономный газ для нас не то чтобы ново, но мы как бы здесь внедрили. Для нас как не то, что 50 ново, 50 не ново. Мы тоже опасались, тоже смотрели, изучали. Поэтому, конечно же, сварщики аттестованные, наксовские. Я сам аттестованный по НАКСу. Ребята наши все аттестованные. Допуски все есть, конечно, и на обслуживание тоже. Сколько систем вы поставили в республике? Сейчас на данный момент именно наша компания автономной газовой сети где-то 6 объектов. 6 объектов. 6 объектов Это тестировано Якутск, поставили. да? Здесь в Якутске. Пригород Марха. А другие муниципалитеты, скажем так? Этот вопрос стоит и обсуждается. Да, та сторона, как бы мы когда запускали эту систему, мы не думали про ту сторону. Но когда мы запустили, очень много пошел вопрос именно за Заречья. Амусалданск, Амга, вот, Там, где нет газа. Там, где нет газа. Вот, Чурапча, даже в Чурапче тоже отдельные места, если нету газа. Там деревни близлежащие. Сейчас мы думаем, конечно, как это все сделать. Почему тоже есть, конечно, маленько есть свои опасения, потому что все-таки газ туда везти надо, это все-таки надо через реку переправляться и так далее. Но это будет делаться, потому что, еще раз повторюсь, звонков очень много, желающих очень много, именно с той стороны хотят. Именно по цене сейчас просто вот решаем, как это все, потому что сразу скажу, что бочки производятся не здесь, они производятся в центральной части, даже ближайших городов здесь нету. Это только все там, только на большой земле. Поэтому доставка бочки это такое трудоемкое, то есть дорого стоит. А И вы сама работаете бочка. с частными только пользователями или можете работать и с юридическими лицами? Пока с частными, ну, юрлица тоже как бы есть. Пока как бы больше направления у нас все-таки в частный сектор идет. Ну, потому больше, что тут, больше. скажем, баллон на 5 кубов, он все-таки Баллон на легче 5 привезти, чем да. привезти бандуру, скажем так, кубов на 20, на 100. Ну, 20 да? мы не привозили, но 10-кубовые уже привозили. Уже... Это для частного пользования? Не, 10-кубовые уже идут не для частников. Ну, как бы все частники, но большие ангары, большие гаражи, потому что 5-кубовые большие гаражи, как бы это, ну, быстро закончится. Туда только А 10. требования какие к размещению вот этих емкостей? В скольких метрах они должны 10 быть? метров. Желательно, чтобы было 10 От метров. жилого помещения. Да, жилого помещения. Бочка закапывается в 2 метра в глубину. Траншея делается. Ну, все как положено. Как обычный газ делается, просто подключается все к бочке. Ну, 10 метров как бы мы стараемся выдерживать. Так-то, конечно, она будет в земле, ничего как бы не будет с ней. Это потому что если случаи смотреть по всей России, вообще ни одного случая не было там. Ну, по крайней мере, я не знаю случаев, чтобы там что-то с ней случилось. А какая-то защита оболочки и так далее? Да, бочка специально покрыта, специальная оболочка, она такая мягкая, я, правда, полиуретановая. Полиуретаном полиуретаном залита, да? специально залита, поэтому она как бы защищена от пожаров, от всего. Там у него стоит спускники, все стоят, все вот эти вот краны, если что-то случается, то есть он все полностью как бы себя раскрывает и все это вытаскивает. Допустим, грубо говоря, если буду говорить, пожар, допустим, да? Если бочка, например, если она не в земле и нагрев идет, там специальный сбросной клапан у него открывается и то есть бочка не взрывается, а как будто как фонтан. Как факел, да? Как факел горит. Ну вот, все правильно. Как факел горит, и когда бочка опустошается, все, как бы она опустошается, все.
соответственно, ничего себе не будет. Ну, не дай бог, конечно, вашим Да, клиентам. это не дай бог, таких да. Это не нештатных дай бог. ситуаций, это вообще... я просто говорю, чтобы Что это- все случаи чтобы предусмотрены, Все да? случаи, конечно, предусмотрены. Это газ. Это газ. Мы должны понимать, что это все-таки газ. Это Ну, не просто так. Все правильно, все-таки в 21 веке живем, да? Грубо говоря, сидим на трубе, сидим на месторождениях. Но еще раз говорю, и ресурсные компании, и вообще, да и пользователи тоже не всегда могут себе позволить в свете вот этих грядущих решений по бесплатным там, подключениям газа и так далее, пока все просчитывается. И здесь и сейчас вот решение, как Владислав использовал, допустим, ну, в октябре, говорит, он подошел, да, и изъявил желание стать пользователем вашей системы, и через 4 дня получает, ну, после расчетов и так далее, через 4 дня получает в распоряжение автономную систему газоснабжения, которая, еще раз говорю, питает замечательный настенный котел, который греет довольно большое помещение, которая пришла на смену вот этой старой системе с меньшим КПД. С меньшим КПД, да. Если у Владислава есть там какие-то новые постройки и так далее, замена системы отопления, то КПД увеличится, потребление газа, соответственно, тоже уменьшится. Да? Так что, друзья, я думаю, что это более чем отличное, современное, технологичное, отвечающее многим требованиям социальной политики решение, которое предлагается на правах рекламы же, да, автономные газовые сети, учреждения, в которые может обратиться любой человек, участок которого не лежит вдали от центрального газопровода. Да, от центрального газопровода. Еще если говорить об этом, если продолжать, да, да, вы правильно говорите, в 21 веке, почему мы топим печку, ну, сейчас как бы, если нет возможности, да, подключения к центральному газопроводу, опять же, есть такие, это говорит о том, это альтернатива. Сетевой газ, он, конечно, есть сетевой газ. Природный газ это лучше не придумаешь в наших условиях. Но если нету, соответственно, это альтернатива. То есть это лучше, чем топить печку, это точно уже. Это лучше, чем солярочный котел. Это дешевле намного, и это дешевле, чем электрический котел. Это альтернатива, еще раз повторяю. А всегда хорошо, когда у человека есть выбор, да? Да, есть выбор. То есть если есть возможность подключиться к сетевому нашему газу природному, конечно, пожалуйста, это без проблем. Мы всем говорим, я всем говорю, сетевой газ и сетевой газ. Это хорошая альтернатива. То есть, где нету газа и нет возможности, вообще нет возможности, там сейчас, допустим, бывает, что давления не хватает, можно подключить такую систему. Газгольдер. Отличное решение. Газгольдер, да. Газгольдер. Это не название Именно это решение, да. Последний вопрос Владиславу, как хозяину домовладения. Да? Страшновато было сидеть, осознавать, что в 10 метрах там 5 кубов газа сидит? Нет, ну, поначалу, конечно, там сомневался, думал очень долго, согласиться, не согласиться. Но, в принципе, оправдал себя. Очень даже сейчас уже не беспокоюсь. Ага, хорошо. И я всем пожелаю таких же замечательных ощущений. Владислав 15 лет топил печку. Осенью прошлого года перешел на автономное газовое снабжение, которое провайдером, который выступил автономные газовые сети, подключил настенный котел и теперь не знает ни ограничений в свободе, там не нужно никого оставлять дома, чтобы топить печь и так далее. Так что прислушайтесь к мнению практического пользователя автономных газовых сетей от компании «Автономные газовые сети». Да, Якутск, обращайтесь в ТУГИС, так что увидимся в других наших выпусках, где будут не менее интересные технические решения не только по отоплению, там, газоснабжению, водоснабжению и так далее, но и во многих других аспектах. Программа «Подворье». Увидимся. Bum 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 bum.